часы подготовки. И вот результат. Крупное мероприятие северокавказского масштаба. Неравнодушные, добровольцы, благотворители. Больше 1000 человек сегодня принимает республика. Молодые и объединенные одной идеей – помогать. Эмоции зашкаливают. Я уже не в первый раз на таких мероприятиях. Была на фестивале в Сочи всемирном. И когда все волонтеры вместе, это такой заряд, мы никогда не устаем, мы хотим сделать добро, и это наша жизненная цель. Такие сборы нам нужны, они нас сплачивают в одну команду, происходят новые знакомства, и от этого мир становится более близок. ВИП-гости – депутаты Госдумы. Они посмотрели каждую площадку, представленную волонтерами. В холле концертного зала СОГУ презентации уже успешных проектов и интересных идей. Волонтерские движения России, Осетии и соседних республик. В нашем корпусе есть 3 направления. Это благоустройство памятников, также сопровождение ветеранов, также организация всех значимых мероприятий города и республики. Мы уже 3-й год ведем активную работу в волонтерском корпусе «Волонтеры Победы» и будем стараться дальше также продолжать работать на благо нашей республики и города. Волонтеры – это как новые пионеры. Они всегда готовы помочь не только своему близкому, но и провести мероприятие масштаба страны. Только в Северной Осетии находится 11 добровольческих организаций и более 2000 волонтеров. Я на подобном форуме был в Москве не так давно. Собираются ребята, которые могут выразить не только свои мысли, но и встретить таких же горящих сердцем и душой. Вот этот форум, то, что вы сделали здесь, во Владикавказе, он точно так же соберет таких ребят. И они поймут, что они не одни. Сообща мы гораздо большего достигали всегда, да? 31 января в Совете Федерации одобрили закон, уравнивающий понятия волонтер и доброволец. В документе законодатели прописали требования к волонтерским организациям, их статус, принципы работы, права и обязанности. Теперь каждый орган власти может реализовать проекты совместно с добровольческими организациями и выделять для них средства. Госдума приняла закон 26 января, вступить в силу он должен 1 марта 2018 года. Волонтерское движение для республики это не ново. Многие годы уже в республике по разным направлениям ребята осуществляют деятельность. Это и в социальной сфере, и в спортивной сфере и так далее. Можно много перечислять. И сегодня то, что здесь собрались ребята из других регионов, это позволит обменяться опытом. Наши ребята что-то примут, у наших ребят что-то возьмут в своих регионах, будут распространять. Это обогащение знаниями, дополнительный опыт. На пленарном заседании тоже говорили о правах. Руководитель Всероссийской организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что статус волонтера вышел на новый уровень. Член Общественной палаты рассказала, что всего несколько лет назад волонтеров привлекали только к непрофессиональной деятельности. Сейчас же добровольцы делятся на несколько групп. Например, медиа-волонтеры, волонтеры-медики, которые уже имеют должный уровень профильного образования. За помощью этих ребят обращаются крупные компании. Вячеслав Фетисов, в свою очередь, добавил, с волонтерскими движениями должен сотрудничать спорт. Так, депутат Госдумы предложил создать программу развития игровых видов спорта на Северном Кавказе. Артур Таймазов, инициатор форума, поблагодарил лично каждого гостя за участие. Я довольно часто общаюсь с молодежью нашей страны, не только Северного Кавказа. Я хочу сказать, что у нас прекрасная молодежь. Я хочу сказать, что у нас сильная молодежь. Я хочу сказать, что вы сила и будущее нашей страны. В конце встречи всех ожидал еще один сюрприз – предпоказ фильма «Со дна вершины». Это история российских паралимпийцев о преодолении трудностей, силе воли и успехе. Картину покажут широкому зрителю через 2 недели. Прототипом главного героя фильма стал Алексей Мошкин, заслуженный мастер спорта России, дважды чемпион Паралимпийских игр. Он также посетил форум. Это не первая встреча мы с волонтерами. Мы были по приглашению волонтеров на различных мероприятиях. Прекрасные, добрые впечатления, которые оставила наша встреча с ними, и дальнейшего процветания. Добрая воля Кавказа – это не только форум, который оставит воспоминания и новых знакомых. Это новый проект, новые идеи и, конечно, новый ресурсный центр. Его тоже открыли сегодня. Это единственная подобная площадка на всем Северном Кавказе. Там будут объединяться те, кто нуждается в помощи, и те, кто эту помощь готов оказывать в самых разных направлениях. Виктория Басгадзе, Артур Габуаев. Новости Осетии.